Но, конечно же, это не означает, что он в грех не попадает. Ученые ему такфир не вносят. И наши некоторые братья говорят, что разницы нет. Он из-за лени оставил, из-за чего-то оставил, он неверующий. Бисмилля, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллах. Одной из важных тем в нашей религии является, самой неотъемлемой ее частью, является намаз. О нем мы узнаем из аятов Корана, также хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Узнаем о его важности и значимости. И, конечно же, первый же вопрос для мусульманина, после того, как он узнает про намаз, узнает о его важности, сразу же возникает вопрос: обязателен ли намаз для всех? Что говорится об этом в шариате? Бисмилля, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, амма ба'ду, ассаляму алейкум ва рахматуллах. Касаемо намаза, то ученые ислама поставили условия, когда человеку обязуется этот намаз. Первое условие — это, конечно же, аль-исляму, это ислам, то есть человек должен быть мусульманином. По факту, если человек является неверующим, ему не обязуется этот намаз. Почему? Потому что у него важное условие нету, важного шарта нету, то есть он не является мусульманином. Но, конечно же, это не означает, что он в грех не попадает. Он в любом случае за это получает грех, за свое неверие тоже, и за свои намазы, но по факту ему не обязуется. Обязуется именно тому, кто является мусульманином, кто считает себя мусульманином. Второе — это, конечно же, аль-булюгу, это половое созревание. Когда человек достигает половой зрелости, человеку обязуется совершать намаз. Здесь возникает вопрос, именно со скольки лет достигает человек половой зрелости. Касаемо мальчиков, то нам надо это говорить, открыто сказать. Для мальчиков это, конечно же, семяизвержение. То есть начало, первое, когда человеку бывает семяизвержение, вот это и есть половое созревание. Касаемо девочек, то когда начинается первый менструальный цикл у женщин, у девочек, вот тогда является обязательным для них. А есть ли какая-то граница, то есть за такой-то возраст, если перейдет, и у них, например, не было еще этого? Ну, ученые ислама говорят, что 14 лет и 7 месяцев. Говорят, то есть, если до этого случилось, то если, например, в 12 лет человек достиг половой зрелости, то есть семяизвержение получилось, или же у женского пола, например, начались менструальные циклы, то, конечно, уже обязательно. Не надо ждать, пока там 14 лет исполнится. А после уже, получается, хоть даже не было, обязательно? После 14 лет и 7 месяцев? Да, если после 14 лет и 7 месяцев, если даже у девочки не было, точнее женского пола не было менструального цикла, или же у мужчины не было семяизвержения, в любом случае надо начинать. То есть не надо уже ждать. То есть 14 лет и 7 месяцев уже начало обязательности, если до этого не было этих фактов. И, конечно же, третье условие — это разум человека. Обязуется намаз тому человеку, кто является в рассудке, у кого есть разум, аклу. Здесь нужно подчеркнуть важный момент. Если, например, человек стал одержимым джиннами, к примеру, человека зашел джин, или же он является, скажем, грубо говоря, дурачком, то ему не обязуется этот намаз, потому что у него нет этого третьего условия разума. Если же человек, к примеру, 3-4 дня не был в разуме, он не осознал ничего, то ему и возмещать эти намазы тоже не надо. То есть ему вот в этот промежуток 3-4 дня ему не надо возмещать намазы, потому что он был без разума. Но здесь исключение. Кто? Человек, который выпил спиртные напитки. То есть кто умышленно выпивает спиртные напитки, если он пьет, или же употребляет какие-то наркотики, которые его одурманивают, то есть то здесь уже ему нету прощения в этом. Он должен обязательно возмещать эти намазы. То есть если человек в обморок падает, это уже... Если человек в обморок упал, к примеру, если он 1 день или 2 дня, к примеру, был в реанимации, в коме и так далее, ему не надо это возмещать. Эти дни, как будто он, нет у него третьего условия, разума. А если он целый день, например, выпил алкоголь тоже, и целый день там
бухой ходил, конечно, в этот момент, ему не в этот момент, когда он очнется, уже разум у него придет, ему надо возмещать эти намазы. Потому что он умышленно себе причинил вред, умышленно потерял свой рассудок, разум. Поэтому вот эти три условия. Ислам, то есть мусульманин должен быть, ислам он должен быть. Второе — это половая зрелость, как мы сказали, и разум тоже. Разум человека. Получается, мы узнали теперь, когда обязуется намаз. Таким образом, мы понимаем, что теперь, что намаз оставлять ни в коем случае нельзя, хоть ты болеешь, хоть в каком бы ты состоянии не был, то обязанность намаза... Есть же очень много людей в наше время, которые мы замечаем, даже видим, таких, которые вроде бы смотришь, это мусульманин, он не отрицает обязательность намаза, и эти люди уже 30 лет, за 30 лет, за 40 лет, он доходит до этого, что человек понимает, что нужно начать намаз, и он начинает намаз. И первое же, что многие, которые, наверное, не изучали знания, они начинают ему говорить, что ты должен возмещать, другой говорит, не нужно возмещать. Каков же хукм шариата насчет того, что должен ли он возместить те намазы, которые он пропустил? Человек, который вообще не делал, и вот, например, спустя 10 лет, уже после того, как ему стало обязательным. Понял вопрос. Имеется в виду, нужно ли вообще возмещать намазы? Да, нужно ли их возместить? В основе нужно ли их возмещать, да? Касаемо вот возмещения намазов, если человек хоть иногда прислушивается к ученым ислама, я не говорю именно здесь имам села или же имам какого-то города, я именно говорю про ученых ислама, которые написали целые книги, и я не говорю именно про шафийский мазхаб. Любой мазхаб, если человек откроет, посмотрит, он там увидит, в любых книгах шафийского мазхаба или же ханафийской разницы нет, он увидит, что ученые говорят, нужно возмещать намаз. Человек, который хоть он из-за лени оставил, хоть он умышленно оставил, разницы нет, если человек оставил этот намаз, ему нужно возмещать. Ну, на это есть хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Например, возьмем, к примеру, когда один сподвижник пришел к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и сказал, что мать не успела совершить хадж. Смысл хадиса скажу. Вот пророк саллаллаху подошел, один человек сказал, что мать не успела совершить хадж. Обязуется ли мне совершить хадж? Даст ли пользу этот хадж моей матери? Он говорит. Тогда пророк алейхиссалату сказал, что нужно ему это совершать. То есть за мать нужно совершать, потому что долг Аллаха превыше, важнее, чем долг по отношению к остальным творениям. Потому что долг Аллаха важнее, чем долг, когда мы говорим по отношению к другим, то есть к людям. Например, если ты что-то должен, чем этот долг, важнее говорит вот этот хадж или же другой ибадат. Здесь, конечно, именно тема про хаджа, некоторые там говорят, это же связано именно с хаджем. Но есть другой хадис пророка саллаллаху, где говорится про пост то же самое. Если человек не держал, пусть он возместит его другой день. То есть это указывает, что долг Аллаха, разницы нет, это намаз, это хадж, это ураза, то есть пост, нужно их возмещать. Их нужно возмещать, и все 4 мазхаба на этом единогласны. А те люди, которые говорят, что это не обязательно, это не нужно вообще возмещать, некоторые даже говорят, что он был кафиром, что он был неверующим, когда не совершал намаз, был, вне ислама, и типа он заново, когда начинает намаз, типа он заново заходит в ислам, и он все его деяния до ислама аннулированы. Ему не нужно, говорит, возмещать. Это ошибочное мнение. Если даже 1-2 ученых это сказали, тогда как против этого мнения целые мазхабы говорят, что нужно возмещать, и человек, оставивший намаз, не является кафиром, не является неверующим, если, конечно, он не отрицал. Если человек отрицает, давайте вот пример возьмем для 2 случаев. Если человек, например, говорит, я не совершаю намаз из-за лени, или же начну завтра, говорит, 40 лет начну. То есть из-за лени он, из-за своего нафса говорит, ученые ему такфир не уносят, ему не говорят, что он кафир. А если человек говорит, что кто сказал 5 намазов обязательно, я не буду совершать его, я не буду считать его как фарз, для меня я что хочу, то и делаю и так далее. Человек, который говорит, что, то есть делает фарз, говорит, что это ему не обязательно, вот тогда человек, конечно, выходит из ислама. В этом даже нет никаких сомнений. А в наше время основная проблема в чем? В том, что наши некоторые братья
говорят, что разницы нет, он из-за лени оставил, из-за чего-то оставил, он неверующий, говорят. Насчет этого, конечно, я не буду от себя это говорить. Я, иншаллах, приведу хадис пророка, алейхиссалату вассалям, где он говорит, этот хадис передает Абу Дауд. «Хамсу салаватин катабахунна Аллаху аля аль-ибад». 5 намазов, говорит, которые Аллах предписал рабам. «Фаман джаа бихинна лам юдайя минхунна шай'ан истихфафан бихаккихинна». Кто будет совершать эти намазы, не проявляя халатность к этим намазам, не пренебрегая с этими намазами, «Кана лаху индаллахи ахдун ан юдхилаху аль-джанна». Есть у Аллаха, говорит, договор, то есть Аллах обещает ему, что он ведет его в рай. Человек, который совершает намаз вовремя, который человек совершает полноценно со всеми арканами, не пренебрегая, не относясь халатно, Аллах дал себе обет, обещание, что ведет его, этого раба, в рай. Дальше говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Ваман лам я'ти бихинна фалейса лаху индаллахи ахдун». А кто не совершает эти намазы, вот эти 5 намазов, кто не совершает, тогда Аллах не берет себе обещание, что он его ведет в рай. «Инша'a аззабаху». Если Аллах захочет, накажет его за оставление намаза. «Ва инша'a адхалаху аль-джанната». А если захочет, то ведет его в рай. Вот конец этого хадиса, это самый важный нам нужный момент. Здесь говорится, если захочет, накажет, если захочет, ведет в рай. Вот вопрос, если этот человек, оставивший намаз, был бы кафиром, разве пророк ﷺ сказал бы, если захочет, Аллах ведет его в рай? Если так посмотреть. Если Аллах захочет, ведет его в рай, говорится. То есть, значит, он мусульманин. Если он не был бы мусульманином, то здесь не говорилось бы, ему 2 выбора не было бы. Если захочет, накажет, если захочет, ведет в рай, не сказано было бы. Также некоторые братья приводят хадис, где говорится «Инна байна раджули ва байна ширки валь куфри таркус саля». Здесь в этом хадисе говорится, что между человеком и между неверием это оставление намаза. Они этот хадис приводят. Ученые ислама, комментируя этот хадис, говорят, что этот хадис указывает на того человека, который отрицает намаз. Вот оставляет намаз, отрицает его обязательность. Говорит, что мне это не обязательно, я не буду его совершать, не считая его фарзом. Вот такой момент. Поэтому, когда у нас есть тысячами ученых, которые в своих же книгах, в своих же трудах говорят, что нужно возмещать, что человек, оставивший намаз, не кафир, то почему мы должны взять мнение какого-то ученого, который выделяется среди всех, и сказать, что он кафир? Надо быть осторожным в этих словах. Таким образом, получается, даже человек, который, например, бывает и такая ситуация, который относился халатно к намазу, он его иногда делал, например, сегодня сделал, там, пропустил обеденный, не возместил, там, уже оставил его так, халатно относился к намазу, легкомысленно относился к намазу. А такой человек что должен сделать? Тоже должен возместить? То же самое, разницы нет. Человек из-за лени оставил, или же из-за того, что он проспал намаз, или же человек забыл намаз, например. Разницы нет. В любых случаях, если он, человек, не совершил намаз, к примеру, месяц совершает, месяц не совершает, месяц совершает, потом обратно месяц оставляет, вот эти пропущенные месяца он должен, конечно же, возместить, этот человек. А касаемо халатности к намазу, это, конечно, пусть Всевышний Аллах каждому из нас даст тауфик совершать своевременно, полноценно, как говорится, со всеми соблюдением всех арканов. Это все, конечно, мы просим у Всевышнего Аллаха. Но халатно относиться к намазу, конечно, нельзя. Мы это все знаем из хадиса пророка, алейхиссалату вассалям. Получается, если я правильно понял, исправь, если что-то не так скажу, разве не является лучшим человеку, хотя бы даже, чтобы предостеречь себя, возместить? Ведь это же все-таки долг перед Аллахом. В случае, если этот человек предстанет перед Всевышним Аллахом, разве не получится так, что вдруг он оказался неправ, вот это мнение меньшинства оказалось неправильным, как мы уже упомянули это все, и у него, оказывается, остались долги перед Всевышним Аллахом. Конечно, конечно. Лучше же себя обезопасить, конечно, и сделать эти намазы. Представьте, вот здесь, допустим, есть целая библиотека книг. Я хоть даже образно сейчас говорю, но по факту так и есть. Допустим, одна полка шафиитов, одна полка хамбалитов, другая полка ханафитов и маликитов.
и там отдельная маленькая полка есть, 5-6 книг. Вот они все говорят, нужно возмещать, что человек не становится кафиром, и там в одной маленькой полке там 2-3 книги есть, даже если 5-6 книг будет. По сравнению с ним это же вообще меньшинство. Так и есть. Мы от себя не придумываем, так и есть. Есть мало ученых, которые сказали, что человек становится кафиром. Мало ученых сказали, что человек, оставивший намаз, становится кафиром. Вот если сравнить, лучше же предостеречься, взять целые полки и следовать за этим мнением, чем там где-то в уголочке 2-3 книги взять и последовать за этим мнением. То есть, что я хочу сказать? Мы не говорим сейчас, кто из них прав, кто не прав. Это уже отдельная тема. У каждого человека есть свой разум, посмотреть, размышлять. Но я для себя, например, возьму ученых, которые большинство сказали про хадисы вот так. То есть разнесли этот хадис таким-то образом. И тем более это великий ученый ислама. Это не имам из какого-то села, не имам какого-то города, а целые ученые ислама, которые знали хадисы, которые знали аяты, которые всю жизнь отдали за ислам, за шариатские знания. Аллаху алям. Хотя бы привести один хадис в пользу именно того, что является хорошим деянием мусульманину делать коллективный намаз, чтобы люди не просто начали, а еще и дополнительно выполняли сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и чтобы они понимали фадилят коллективной молитвы. Касаемо вообще коллективного намаза и вообще самого намаза, я прежде чем сказать какой-то хадис пророка про коллективный намаз, хочу привести слова ученых именно про сам этот намаз. Они приводят, например, разные случаи, разные примеры, когда человек прикован к постели, или же человек не может стоя совершать намаз. Вот как ему совершить этот намаз? В любом случае же нету человеку выхода. Человек, хадж, если у него денег нету человека, он может не совершить хадж. Если он не богатый человек, если у него нету там определенной суммы или определенного бизнеса, ему закат тоже не обязательно выплачивать. Если человек, который хочет пост держать, но он болеет, или же у него какие-то есть проблемы со здоровьем, ему тоже шариат дает путь потом возместить. А вот намаз для намаза не дает. То есть намаз нужно совершать своевременно. Человек не может стоять, ученые что говорят? Делай сидя. Не можешь сидеть, вот ты прикован к постели, делай там. Если ты даже такой крайний случай приводится, если даже ты не можешь просто шевелиться даже с места, вот такой ты, вот просто лежишь и ничего не можешь делать. Даже глазами делай, говорит, указывая глазами, что ты идешь на поясной поклон, на земной поклон. Если ты это тоже не можешь, хотя бы сердцем, вот мысленно совершай намаз. До такой степени этот намаз важная вещь, что человек в судный день перед Аллахом не отмажется. Мы вначале сказали, что ислам нужен, что человек должен быть, то есть мусульманином, должен быть достигшим половой зрелости и должен быть разумным. Если он разумный, но просто лежит прикован в постели, этот человек, все равно нужно этому человеку совершать намаз. В любом случае выхода у него нету. Он перед Аллахом никак не сможет себе, как говорится, отмазать себя, этот человек. Он в любом случае должен совершить этот намаз. А касаемо коллективной молитвы, есть хадис пророка, алейхиссалату вассалям, где упоминается насчет слепого человека, который пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: «Я Расул Аллах, ляйса ли каиду, нет у меня, говорит, путеводителя, который покажет мне путь в мечеть. Я не вижу, и нет у меня, кто мне покажет путь». Тогда он просит у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, облегчение, чтобы он не пошел на джамаат намаз. Сначала пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему облегчение. Он, когда возвращался домой, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его позвал обратно. Идем, говорит. Позвал и спрашивает: слышишь ли ты вот этот нида, вот этот призыв к намазу, ты слышишь ли? Тогда этот человек сказал: наам, да, слышу. Тогда пророк сказал: фааджиб. Тогда ты ответь на этот намаз. То есть иди к джамаат намазу. Хоть даже тебя нету, кто отведет намаз, путеводителя хоть даже у тебя нету, но ты слышишь этот намаз, иди. Вот это для нас хватает. Даже целые книги не нужно писать, чтобы о важности джамаат намаза, чтобы знать.
человек, который являлся слепым, у него нету помощника, кто отведет его, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит ему: иди джамаат намаз, присутствуй, говорит. А мы, альхамдулилля, видим, слышим, ходим, как говорится, у нас все есть. Нам тем более это не отмазка. Мы не сможем отмазаться за эти пропущенные коллективные молитвы. И тем более за саму молитву. Не говоря о коллективной, за саму молитву тем более мы не сможем отмазаться. Еще другой хадис приведу пророка, алейхиссалату вассалям, где он говорит: я желаю, говорит, оставить вместо себя в мечети человека, который призывает к молитве, совершить намаз. То есть вместо себя кого-то оставить в мечети, пойти и сжечь дома тех людей, которые не пришли к джамаат намазу. То есть пойти и их оставить без домов, сжечь их дома. Хоть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сжег их дома, но это указывает, усиленной форме указывает о важности джамаат намаза. Хоть пророк, алейхиссалату вассалям, не пошел и не сжег эти дома, но представьте, вот если в наше время пророк, алейхиссалату вассалям, если был бы, каждый из нас какое оправдание нашел бы? Наверное, пожарные не успели бы потушить наши дома. Хоть и, конечно, и не смешно, и должно быть и обидно за умму Мухаммада, алейхиссалату вассалям, за нас всех, за то, что мы вот так халатно относимся к коллективной молитве. Почему я говорю халатно относимся? Потому что мы замечаем на джум'а, сколько толпы бывает. Толпы людей приходят на джум'а. Конечно, все не придут на джамаат намаз, но хотя бы один ряд, хотя бы два ряда, если не наполняются на джамаат намаз другие дни, это должно быть для нас как сигнал, знак, что мы слабые, что мы слабо ходим на джамаат намаз. Пусть Всевышний Аллах, конечно, поможет каждому из нас, я Аллах. Хвала Всевышнему Аллаху за возможность вот так узнавать религиозные знания, хадисы. Пусть Аллах покажет нам истину истиной, ложь ложью, да наставит нас всех Всевышний Аллах на истинный путь и подаст нам тауфик выполнять намаз, обязательства перед Всевышним Аллахом, а также коллективный намаз. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.